июля 2001 года в селе Старые Этаги Грозненского района Чеченской Республики в 15 часов 25 минут проводится беседа с одним из родственников, у которого погиб один племянник и ранен второй в результате взрыва 27 июня 2001 года в этом селе. Пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Моя фамилия Кунтаев Иса Вахаевич. Год рождения ваш. 1951 год. Где вы родились? 14 октября. Село Орловка, Восточный Казахстан. Национальность ваша? Национальный Чечен. А где вы сейчас проживаете? Сейчас я проживаю в данное время село Старые Таги, Грозненский район. Вот, расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах, значит, вот это вот случилось, что ваши два племянника, значит, попали в такую беду? Расскажите, пожалуйста. 27 вечером. 27 это какого? 27 июня вечером, это было Какого года? в 2001 году. Так. Я допоздна проработал у себя в огороде, значит, помылся, зашел в дом, и только прилег, мне сразу приехали, сообщили, что племянник подорвался. Это во сколько было примерно? Это было, вот и были где-то после 7, пол-8, наверное, так, наверное, было. Вечером, да? Да, ближе к 8, наверное, скорее. Потом, значит, я приехал в больницу, меня привезли в больницу. Там находилось уже полсела. Это больницу села Старая Таги, да? Больница села Старая Таги. Там сообщили, что подорвались 7 человек, среди них двое моих племянников. А как их фамилия, имя, отчество? Кунтаев Ибрагим Мусаевич, 85 года, и Кунтаев Бай-Али Лемеевич, 86 года рождения. Потом, значит, а где они подорвались, как вы они знаете? подорвались где-то недалеко от детского сада, бывшего детского сада. Там находился дом, но там нигде никто не жил. Так. Дети там играли, видимо, скорее всего. То есть этот детский сад находится на территории заброшенного дома, да? Да, нет, не детский сад, а возле детского дома. Там частное домовладение. Там никто не живет. Так. Там, скорее всего, дети играли. И, значит, произошел взрыв, и 7 человек на этом подорвались. Двое со смертельным исходом. А кто со смертельным исходом? Это минно-взрывное осколочное, что ли. Мина, в общем, там была, скорее. А кто погиб? Погиб племянник мой и недалеко живет соседский сын. Как его фамилия? Мациев. Зовут как, знаете? Мациев. Да, Магомед. Год? 88-го года. 88-го. А ваш племянник, фамилия, имя, отчество? Мой племянник Кунтаев Ибрагим Мусаевич. Он? И второй племянник тоже, Кунтаев Баяли. Он ранен, да? Да, он ранен. А первый погиб, да? Да, один погиб. И вот вы были на том месте, где произошел этот взрыв? Вы смотрели? Я сам не был там на этом месте, но там были мои родственники. Там были непосредственно люди, которые разбираются в этом деле, посматривали это место. Где-то несколькими днями раньше там как раз была зачистка на селе. И именно в этом пустырь, где вот и никто не живет, в этом пустом доме ходили, лазили вот эти самые солдаты. Я смотрю, там ходили, до этого там постоянно играли дети, постоянно там лазили, дети есть дети. И ничего не случалось, да? Ничего не случалось до этих пор. Когда
после взрыва уже, после этого, на второй день пошли обследовали. Там, видимо, скорее всего, люди, которые находили, родственниками, сказали, что была заложена какое-то взрывное устройство. Что именно, я лично сам не разбираюсь. А вот вы вызывали кого-нибудь, или кто-нибудь родственники туда вызывали правоохранительные органы кого-нибудь? Кто-нибудь приезжал туда из военных? В это время не до этого было. У нас как раз мой племянник, мы на операции были. Операции мы проводили. В течение где-то 6 часов его оперировали. Вот. Мы находились там, всю ночь находились там. Правда говоря, через местную комендатуру был вызван вертолет. Матвеева отправили. Наш уже был, у него пульса не было. Врач сказал, что он не долетит. Не довезут его, скорее всего. Потому что у него не было пульса. Они подключили свое самое питание и прооперировали где-то в течение 6 часов, почти до утра. После операции, где-то через 1,5-2 часа он скончался. А какие повреждения были вот у ваших племянников, у того, который погиб, у Ибрагима? С живота, видимо, попал осколок. У Ибрагима, да? Да, у Ибрагима. И вот этот осколок у него все внутренности попортил, все вот эти кровеносные сосуды, и все это прямо в поджелудке, все ушло. Все порезало.